Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 22 октября 2020 года. Посмотрим, какой это будет день. Это четверг у нас. Карта дня, колесо фортуны. Отличный день. Что будет помогать? Отшельник. Что будет мешать? Шестерка жезлов. Карта говорит о том, что сегодня сдвинутся с места какие-то дела, которые давно застряли, да, которые давно не проворачивались. И вообще сегодня все будет складываться в вашу пользу, будет как бы все само собой решаться. Нужные люди будут приходить, нужные ситуации подходящие возникать, лучшие какие-то специалисты попадаться. В общем, все абсолютно, что будет решать ваш вопрос, вашу проблему, это будет приходить. Причем для этого просто созданы условия, то есть пришло время. Это не то, что значит вы сами должны обязательно что-то делать, потому что вот карта, которая говорит о том, что будет помогать, показывает отшельника, который вообще отвернутый от этого. То есть вы когда-то давно много вложили сил, времени, здоровья в какие-то проекты, отношения, в работу, в учебу, и теперь просто приходит заслуженный результат, который вы, возможно, сегодня никак не ждете. Кроме того, колесо фортуны, оно у нас еще говорит о том, что какие-то судьбоносные события происходят, то, что меняет нашу жизнь вот на до и после, да, то есть какой-то новый период может начаться, может быть и повторение, допустим, если организм напоминал о какой-то проблеме, да, и раньше уже эта проблема возникала остро, а вы, допустим, отмахивались, да, не обращали внимания, то эта проблема может возникнуть вновь. То есть здесь может быть и отрицательный момент возвращения того, что было в прошлом. Но опять же, как этим воспользоваться, решать нам. В любом случае, это колесо фортуны. Какое бы событие сегодня ни произошло, мы любое из них можем повернуть себе на пользу, если мудро к этому отнесемся. А что будет еще помогать сегодня? Отшельник говорит о том, что не нужно сегодня как-то слишком уж пытаться изменить ситуацию своими силами. Нужно вот как-то мудро принимать то, что в жизнь приходит, да, какие ситуации, какие люди. Нужно обязательно понимать, полезно то, что я делаю, или вредно. То есть отшельник, он всегда очень мудро смотрит на жизнь, он знает свои обязанности, обязательства, он человек долга, он человек слова, и он всегда старается все проверять, все доводить до конца, все пересчитывать, да, все взвешивать. То есть пришли ситуации какие-то счастливые, да, нужно обязательно очень мудро воспользоваться тем, что есть. И что будет мешать? Шестерка жезлов. Как раз вот желание победить во что бы то ни стало, схватить удачу за хвост, не подумав, к чему это приведет. Да, это, конечно, как бы хорошо, то, что в нашу жизнь приходит колесо фортуны, но мы можем по шестерке жезлов подумать, что нам больше делать ничего не нужно, да, что вот взяли удачу и все, и дальше можно просто как бы радоваться жизни, да, работать не нужно дальше. Или дальше продвигаться не нужно в каких-то планах, целях. Вот это нежелательно. Также колесо фортуны у нас может говорить о том, что какие-то крупные вещи мы можем покупать, мы можем валюту покупать. Допустим, если вы думали, в какой лучший день это сделать, вот это прекрасный день. Это хорошее время для сдачи экзаменов, для высшего образования, да, вот, допустим, если вы диплом защищаете, курсовую, это просто отлично. Или, допустим, вы решили учиться и можете как бы принять решение поступать, и вот вас здесь вот могут принять по этой карте. Так, что еще? Богатство, удача, любые счастливые возможности, которые, знаете, не
взамен за что-то, а вот просто приходит как улучшение, да. Бывает так, что приходит что-то хорошее, но что-то мы теряем, а здесь нет, здесь вот ничего не теряем, просто у нас какие-то такие добавки очень хорошие. Очень хорошая карта для путешествий, для выигрышей, для судов, любых юридических вопросов решения. Если какие-то вебинары проводить, там, семинары, коучинг, да, и так далее. В общем, вопросы преподавания тоже очень хорошо. Иностранные языки тоже здесь, любые темы, которые касаются иностранных языков, тоже очень выгодны. Ну и вообще, это у нас карта как бы всего мира, международная, да, здесь, конечно, связи какие-то с... ну, по работе, допустим, с людьми из других городов, из других стран, знакомство с людьми, которые живут в другой стране или живут очень далеко. В общем, какие-то границы мы здесь разрушаем сегодня. Ну и, конечно, все, что касается иностранного, да, это может быть все, что связано у нас с путешествиями, да, это тоже может очень хорошо отыграться. Вот какой-то вопрос, который вот у вас возникал по поводу путешествий, может быть, билеты возвращали, да, или там, допустим, вы билеты купили, а полететь не полетели, вот могут деньги вернуть, да, вот по вашему запросу, или перенести там на какой-то рейс, который вам удобно. В общем, вот какие-то такие вещи за границей тоже могут решаться. Отношения для тех, кто в поиске. 4 пентаклей. Ну, это стабильное положение ваше. Вообще 4 пентаклей, она у нас говорит о том, что мы сами не хотим вот в какой-то период активных действий. Нам нужно как-то прийти в себя, нам нужно почувствовать свою собственную самодостаточность. И вот если у вас есть сейчас вот в вашем кругу какие-то друзья, знакомые, вот их нужно беречь, а новые пока что вот не приходят именно сегодня. Вот 4 пентаклей говорит о том, что нужно позаботиться о себе, о своем здоровье, о там, зарабатывании денег, да, о своей финансовой стабильности. Вот это как бы для вас сейчас должно быть главное, не отношения. Ну или, может быть, что-то понять нужно в своих прошлых отношениях, потому что 4 – это еще и карта прошлого. Король Пентаклей для тех, кто уже в паре. Ну вот здесь просто замечательное время для любых операций с деньгами, для там, своего дела, для бизнеса, для недвижимости. В общем, там, где мы решаем вопросы материального характера, финансового характера, это вот все просто на ура пойдет. И это у нас, знаете, очень такой трезвый, разумный подход к решению финансовых вопросов, безопасности, деятельности, да, семейного, может быть, какого-то бизнеса, семейных общих денег, которые вы вот можете правильно вложить, правильно ими воспользоваться. В общем, король Пентаклей, он у нас очень даже как бы хорош для того, чтобы решать любые материальные вопросы. Если же, допустим, у одного из партнеров была со здоровьем какая-то проблема, то здесь какой-то эксперт может быть хороший, диагноз правильный поставит, результат хороший будет вот для выздоровления. А также сегодня, знаете, это еще карта может показывать родителей, там, супруга или супруги, да, может быть от них какая-то помощь материальная или вмешательство в дела. Вот, допустим, родители помогали и теперь как бы считают себя вправе контролировать вас, особенно в финансах, да, могут такие вопросы возникать. Также могут быть какие-то задержки, препятствия, ограничения, вот именно от каких-то вышестоящих, это как негативно, если посмотреть. И вообще, знаете, карта достижения цели. Если у вас была какая-то финансовая цель, какой-то, там, допустим, вы договор подписывали, да, или, может быть, заключать сделку какую-то хотели, может быть, даже по недвижимости, да, или там по кредиту, или еще какие-то сделки, вот они сегодня могут быть удачно завершены. Но могут быть и препятствия. Рядом все-таки у нас 4 пентаклей. Если вот
то, что вы делаете, нарушает вашу финансовую безопасность, то тогда этому могут быть препятствия. Если это на благо вашей семьи, то тогда препятствий никаких не будет. Отношения... Да, но здесь отношения больше материального характера, заботы друг о друге. Здесь как-то не так много любви, да, не хватает, видимо, на это даже времени и сил. Вот решаете здесь вопросы материального характера. Для тех, кто в ссоре, тройка кубков, вы в кругу друзей можете помириться или во время какого-то там праздника, торжества, или просто попросить друзей, чтобы они помогли вам помириться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, солнце выпадает. Замечательная карта к колесу фортуны. Да? То есть вы найдете то, что заставит вас проявить свои таланты и способности. Для тех, у кого свое уже, вернее, есть уже работа, императрица. Опять же, смотрите, карта замечательная. Для того, чтобы получать деньги, для того, чтобы получать признание, для того, чтобы вас любили в коллективе. Да? Но вообще эта карта очень такая изобильная. Это и должность может быть, и проект хороший, новый, и хорошие отношения в коллективе, и получение финансовые какие-то. Очень хорошая карта. Именно сегодня день такой, который направлен на финансы, видимо, на улучшение положения, на какие-то приятные бонусы, подарки и так далее. Кстати, может быть что-то вкусненькое сегодня на работе. Допустим, у кого-то день рождения, кто-то принесет сладкое, вкусное, там что-то такое, да. Может быть, всем коллективом вы будете отмечать это. Также для тех, кто своим делом занят, двойка кубков. Какой-то очень важный сегодня день для договоров, для заключения договоров удачных. Может быть, это слияние, да, может быть, придут новые клиенты очень хорошие, может быть, вы второе направление откроете в вашем деле, да. Вот когда я говорю про вот эту карту, да, ну, именно про бизнес, про людей, у которых свое дело, я имею в виду и самозанятых тоже. То есть это люди, которые все-таки работают на себя. Так вот, здесь вот есть возможность какого-то нового источника дохода, еще одна возможность проявить себя, свои таланты, способности и, конечно же, на этом заработать. В общем, сегодня любые новшества, любой как бы человек с идеей, да, любой клиент, он принесет очень большие перемены в вашу жизнь. От этого не нужно отказываться. Но также нужно сохранять и автономность. То есть нельзя сливаться с другим человеком. Нужно прям по договору на бумаге все закрепить, да, разграничить ваши сферы ответственности, влияния, если это партнер, допустим. Если это семейный бизнес, тем более нужно заранее договориться о том, кто за что отвечает, чтобы потом не было каких-то сложностей. Финансы для тех, кто на зарплате. Опять замечательная карта звезда. То есть вас действительно сегодня оценят по достоинству, и не просто словами, да, а еще и деньгами это будет все подтверждено. Возможно, пообещают повышение, и вслед за этим повышение зарплаты тоже. Для тех, у кого свое дело, кто своим делом зарабатывает, башня. Здесь может быть сразу большая выплата каких-то средств, да, может быть приобретение чего-то, да, может быть, в общем, сразу много денег на какое-то дело, на какое-то направление, в общем. Также и по недвижимости здесь может решаться, да, если это деньги, которые идут на покупку недвижимости, или деньги, которые идут на продажу недвижимости, офисы и так далее. Вот здесь все-таки движения такие больших сумм денег. Но также карта предупреждает о том, чтобы мы не потратили зря. То есть пришла возможность, пришли как бы там покупатели, клиенты, деньги или еще что-то такое, нам нужно обязательно все взвесить и просчитать. Не нужно слишком уж за все хвататься, потому что, может быть, в будущем это все неудачно отыграется. То есть все нужно просчитать обязательно. По этой башне ничего, как бы то, что нам принадлежит, то, что нам действительно полезно, не уходит, а наоборот приходит. А вот то, что лишнее, то, что непродуманное, то, что отжило давно, оно уходит, да, то есть вот смотрите, эта карта
как бы вот все, что будет у вас сегодня с деньгами происходить, это будет показывать, надо вам это было или не надо. Если потери, значит уходит то, что не нужно, то, что мешает вам, возможно, развиваться, то, что мешает вам двигаться вперед. Если приходит, это значит подтверждение. Вы на правильном пути, вы как бы правильное решение приняли, все взвесили, просчитали и так далее. Здоровье. Для здоровья выпадает паж кубков. Просто замечательная карта, когда энергии просто море. Море, такой вот желание как-то себя проявить, желание общаться с близкими, желание праздника, желание вот общаться с детьми, с семьей и так далее. То есть здесь действительно очень много энергии. И, знаете, обычно на таком подъеме, да, мы даже не замечаем, если у нас какие-то недомогания, мы даже их не чувствуем, потому что настолько мощная энергия вот именно какой-то любви внутренней. По итогу дня. Королева кубков. Все взвесить желательно, проанализировать то, что за день происходило. Вот именно понять, где были правы, где ошибались, где правильно посчитали, где неправильно. В общем, нужно обязательно все взвесить. И желательно сделать это в разговоре с близким человеком, потому что именно когда вы общаетесь с близким человеком, для вас открывается истина, какое-то понимание, может быть, то, что вы в одиночестве понять не можете. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!